Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для близнецов. На колоде Таро посмотрим основные события месяца. На колодах Ленорман посмотрим отношения, работу, финансы и совет. Давайте сначала основные события посмотрим. Первые 10 дней. Я специально тут старшие арканы только оставила. Так, первые 10 дней карта Мир. Вторые 10 дней карта Умеренность. И последняя декада месяца карта Дьявол. Посмотрим сначала Таро, а потом тогда уже уточним отношения и так далее. Да? Вот карта Мир говорит о каких-то больших преобразованиях. Скорее всего, будут большие достижения. Скорее всего, будет возможность либо путешествовать, поехать, да, либо просто, может быть, какую-то хотя бы короткую поездку совершить. Есть возможность. Есть возможность решить мирным путем какие-то вопросы. Допустим, если это вопросы судебного порядка, да, юридические какие-то, можно договориться, есть возможность к обоюдному согласию и удовольствию решить эти, в общем, привести эти процессы. Также карта говорит о том, что какой-то важный период жизни для близнецов завершается в эти 10 дней. Вы получите возможность как бы исполнить какую-то свою заветную мечту или желание, либо придет к концу какой-то значимый период вашей жизни, или, может быть, будет такой переход, допустим, вы занимали вот в социуме одну позицию, да, теперь совершенно другую, ну, допустим, кто-то, допустим, станет студентом, да, или кто-то станет родителями, у кого-то появится статус там мужа, жены и так далее. Либо, допустим, у кого-то переезд с одного города в другой, с одной страны в другую, кто-то получит паспорт или еще что-то. То есть здесь вот действительно такие важные события, которые вот редко случаются, редко, но метко, да, то есть заканчивается один период, начинается другой. Причем это происходит очень легко, быстро, неожиданно, приятно, оно радует, да, это время, когда мы можем выражать себя, вот все, что есть в нас истинного, настоящего, то, что отличает нас от других людей, вот мы можем в этот период проявить. Если есть необходимость, допустим, встретить человека, подходящего по судьбе, вот может эта встреча произойти. У кого-то это рождение ребенка, у кого-то это достижение какой-то очень большой, высокой цели, да, такой мечты розовой. В общем, здесь действительно важный период, после которого начинается новая жизнь. Посмотрим, что ждет во второй период, во второй декаде марта близнецов выпадает карта Умеренность. Ну и она говорит о том, чтобы мы старались как-то приглушать свои чувства, эмоции, оценки, да. Вот здесь у нас девушка разливает по бокалам напиток, да, то есть смешивает с водой их, то есть ну, и нам тоже такой же совет дается, да, что если, допустим, есть какое-то чувство сильное, нужно его разбавить, как-то приглушить, притушить, да, не нужно сразу это все выплескивать на людей, которые рядом с нами. Если у нас есть какая-то идея, тоже надо сначала ее проверить 10 раз, да, разделить пополам. В общем, мы надеемся, допустим, там на 100 единиц, да, нужно делить пополам, получим в итоге 50. То есть нужно вот именно немножко себя, ну как, утишить, да, чтобы мы как-то вот этот накал, может быть, будет каких-то страстей, да, нужно будет его убрать.
Также карта связана с выходом на новый уровень, с поездками, с переменами убеждений. Карта связана также с помощью высших сил, появлением каких-то вот людей в нашей жизни, которые будут нам опорой. Эта карта связана с отцом, с людьми уважаемыми, с людьми статусными. Здесь могут решаться вопросы судов, юридических дел и так далее. В общем, здесь карта, которая позволяет нам выйти за границы. Но самое главное здесь не спешить, действовать обдуманно, разумно и так далее. Для близнецов третья декада выпадает карта Дьявол. Замечательная карта для того, чтобы заниматься материальными деньгами, материальными делами, зарабатывать деньги, решать вопросы карьеры, достижений. В общем, это, конечно, самое то, что нужно. Но если вы пытаетесь слишком много энергии в отношения вкладывать, то тогда здесь могут быть проблемы. Здесь вот у нас у этого дьявола на коленях лежат такие вот цепи, да, с наручниками, с такими. И здесь у нас символ Марса и Венеры. То есть получается так, что вот эти энергии, они не предназначены для того, чтобы отношения строить, потому что иначе у нас здесь могут возникать какие-то зависимости, да, в отношениях, могут быть какие-то сложности и так далее, да, какая-то излишняя страсть избыточная, которая потом может боком выйти. Вот поэтому здесь лучше всего вот эту энергию вкладывать в карьеру, в деньги и так далее. Вот это как раз то, что нужно. Вот можно достичь максимального успеха. Эта карта связана с любыми абсолютно материальными приобретениями, с достижениями каких-то высот в карьере, в социуме, в политике. В общем, мы действительно здесь можем очень многого достичь. Также карта говорит о том, что не всегда нужно быть собой. Может быть, обстоятельства будут требовать того, чтобы мы как-то приспосабливались к ситуации, к людям и так далее. Да? То есть нужно вести себя вот, соответственно ситуации и месту. Может быть, иногда даже придется прятать как бы свое истинное мнение, да, и говорить какие-то вещи, которые приняты, допустим, в обществе. Ну, для дела, допустим, это можно. Если же мы хотим кого-то, ну, как сказать, поставить в зависимость финансовую от себя, да, либо здесь будут решаться какие-то вопросы вот каких-то больших займов, больших денег, да, вот здесь вот самое главное, если, допустим, это ипотека, да, то нужно обязательно все хорошо просчитать, может быть, уменьшить как-то взнос, который вы будете каждый месяц платить, потому что сейчас вам может казаться, что вы справитесь, да, а вот жизнь длинная, да, и может получиться так, что будете, ну, как бы мучиться от того, что слишком большая сумма, может не хватать денег, то есть в такую зависимость финансовую можете попасть. Ну и также не попадайте в зависимость от каких-то людей, которые вас хотят вот искушать там деньгами, еще чем-то, и заставляют вас правонарушения какие-то против закона совершать, да, то есть здесь тоже вот такое предупреждение. В общем, только все по закону, чтобы было. Давайте посмотрим, что ждет в отношениях близнецов в этом месяце. Для тех, кто ищет партнера, для тех, кто в паре, и для тех, кто в ссоре. Работа. Для тех, кто в поиске работы. Для тех, кто работает, и для тех, у кого свое дело. Финансы и совет. Отношения. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает карта собака. Замечательная возможность для того, чтобы найти родственную душу, да, познакомиться с человеком, который вам абсолютно подходит. Интересы у вас сходятся, взгляды на жизнь сходятся. И вы знаете, это произойдет совершенно неожиданно. Да, вы
может, даже в каком-то привычном для вас круге общения можете обнаружить вот такого человека. Может быть, вы давно как-то вот знаете друг друга, но близко вот не общались. И тут вы можете, допустим, познакомиться вот таким вот образом поближе, и вы поймете, что это ваш человек. То есть ему можно доверять, он надежный, он верный, он тот человек, который вам идеально подходит. Для тех, кто в паре, выпадает карта кольцо. Конечно же, тут тема подарков, тех же самых колечков, да, которые вы можете дарить. Кроме того, эта карта говорит о том, что либо все у вас идет по заведенному кругу, то есть так, как вы привыкли, вы живете, либо вас тут может как бы страсть закрутить, либо у вас, если, допустим, это отрицательные какие-то моменты, да, то вы можете попасть на крючок, то есть стоит начать только, да, что-то негативное проявлять, и дальше все пойдет по кругу, то есть нужно следить за своими эмоциями, следить за тем, чтобы отрицательные какие-то моменты не портили вашу общую жизнь. Ну и, конечно же, здесь заключение брака, могут быть какие-то важные перемены в жизни, перемены статуса, тут детки, свадьбы, крестины, в общем, все, что такое важное происходит в жизни. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта ключ, то есть есть возможность помириться, есть возможность подобрать ключик к сердцу вашего партнера. У нас здесь изображены два ключа. Да? Один ключ у нас тут вообще непонятно, где у него головка, голова, да, и непонятно, как им вообще пользоваться. А другой вот действительно вот мы его видим целиком. То есть нужно еще и правильный момент выбрать, да, правильные слова сказать и все такое прочее. То есть ключ, конечно, у вас есть для того, чтобы вот для того, чтобы продолжить отношения, либо для того, чтобы их вообще закрыть. Эта карта также связана с судьбой, с кармой, да, когда мы можем делать что-то, какие-то поступки совершать, слова говорить под действием вот внешних обстоятельств, да, как будто бы мы сами не можем ничего с этим поделать. То есть нужно быть очень осторожным в таком случае вот со словами, да, потому что стоит лишь только начать говорить, и вот дальше уже нельзя остановиться. Если это слова негативные, да, то это, конечно, только во вред может быть. Давайте посмотрим, что у нас происходит в деятельности. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта клевер, замечательная возможность, какие-то новые возможности, положительные результаты. Могут, кстати, быть какие-то совершенно непредвиденные предложения, да, и вы, конечно, порадуетесь тому, что вам предложат. Здесь вот прям удача такая. Просто вот везет и все, да. А теперь для тех, кто... Простите. Теперь для тех, кто работает, выпадает карта «Дом». Замечательная карта для работы, для деятельности. Почему? Потому что здесь все структурировано, здесь все по закону, все привычно, комфортно, в коллективе отношения хорошие, как с близкими людьми. Да, вот какой-то очень комфортный месяц, когда хочется на работе себя чувствовать как дома, когда хочется проявлять эмоции. Тут, кстати, у нас праздничный все-таки месяц, да, и весенний, то есть здесь вот настроение вот общее, оно как-то перекидывается на работу. Карта очень хорошая для того, чтобы решать какие-то вот вопросы с договорами, да, с законом. Если вы работаете с недвижимостью, тоже прекрасный месяц для вас. Что еще можно сказать по этой карте? Ну, может быть, удачные такие семейные предприятия, да, если вы вот работаете на дому, тоже очень хорошо. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта кольцо, это может быть заключение каких-то важных контрактов надолго. Это люди, которые могут быть очень честными, верными, благодаря которым вы можете хорошо заработать. Также эта карта говорит о том, что у вас хорошо налаженный цикл. Если это не так, то его нужно обязательно наладить, чтобы у вас дела, они как бы продвигались сами собой. Также карта говорит об ответственности. То есть, если вы заключаете договоры, то нужна
ответственность обоюдная, да, чтобы никакая сторона не страдала, да, не было такого вот, ну, как бы неравномерного распределения ответственности. Также карта говорит еще о том, что может быть какое-то соглашение, какая-то большая важная сделка. Самое главное, что это будет, знаете, вот если, допустим, вы кому-то что-то предлагаете, обязательно ответ будет «да», то есть положительный ответ. Это карта такого дара, то есть, может быть, что-то будет, ну, как бы произойдет такое у вас в деятельности, что вы даже не ожидали, что вы воспримете как вот подарок от судьбы. Так, финансы. В финансах выпадает коса, то есть здесь мы действительно можем собирать урожай, то есть то, что мы вкладывали, мы теперь можем получить назад, но только уже деньгами. А также карта говорит о том, что могут быть какие-то сложности вот, с деньгами. Допустим, эта карта предупреждает, чтобы мы не предпринимали каких-то резких вот, попыток в отношении финансов. Ну, допустим, какие-нибудь радикальные решения, да, мы как-то слишком быстро все сделали, не подумали толком, и вот может быть ошибка. Также карта может говорить о том, что какие-то расходы непредвиденные могут быть, и вы как будто бы не готовы к этому. Ну и также может быть какое-то вмешательство других людей вот в вашу финансовую, ну, как бы вашу финансовую сторону жизни. Так, теперь совет. В советах у нас совы. Карты, связанные с мудростью, с образованием. То есть эта карта говорит о том, что вам рекомендуется, во-первых, осознанно, обдуманно подходить ко всему в этом месяце. Обязательно как бы думать, прежде чем делать. Да? Желательно, чтобы все дела мы совершали вот с напарником, с каким-то, да, если это касается работы, если это касается отношений, нужно советоваться, нужно, чтобы интересы совпадали, договариваться, ответственность разделять. Также карта связана с обучением. Да? Если, допустим, у вас есть такая необходимость, это может вам помочь, допустим, в финансах, в деятельности, даже в отношениях. Отношениям тоже нужно учиться. Да? Вот замечательный месяц для этого. Вообще, это месяц коммуникаций. Если какие-то, допустим, базовые навыки нужны для профессии, да, прекрасное время для того, чтобы их получать. Или, допустим, знакомиться с новыми людьми. Тоже замечательно. Или, может быть, учить языки. В общем, все, что связано у нас с языками, коммуникацией, словами и так далее, да, какими-то документами, билетами, поездками, все это как бы нужно, как сказать, нужно на это обращать внимание раз. И если, допустим, вы слишком засиделись дома, да, нужно как можно больше включаться в жизнь, расширять круг своих знакомых, чтобы круг близких людей у вас ширился, чтобы у вас было больше возможностей для зарабатывания денег, для улучшения вашего профессионального статуса и так далее. То есть вот замечательный месяц для того, чтобы что-то новое вносить в свою жизнь. Друзья, желаю вам прекрасного марта, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. С наступившей вас весной, всего вам доброго, до новых встреч!